Состоялся третий международный телемост, организованный делегацией Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями совместно с послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником. Телемост был посвящен освобождению Луганской Народной Республики. Было отмечено, что территория Луганска освобождена от вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Однако киевский режим продолжает наносить удары по мирным жителям и объектам инфраструктуры. Гибели и ранений сотен тысяч ни в чем не повинных людей, особенно детей, Киеву было недостаточно. В феврале 2022 года население ЛНР столкнулось с угрозой физического уничтожения киевскими властями. Решение Российской Федерации о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины не дало воплотиться в жизнь этим планам. 30 сентября 2022 года по итогам референдума ЛНР вошла в состав нашей страны. С докладом выступил Родион Мирошник по теме преступлений киевского режима, нарушения норм и принципов международного гуманитарного права и совершения военных преступлений украинской стороной следует считать осознанной стратегией режима Зеленского. Собранные данные свидетельствуют о том, что политическим руководством киевского режима перед украинскими вооруженными формированиями ставились такие задачи, как уничтожение и травмирование мирных жителей, нанесение ущерба гражданской инфраструктуре, запугивание гражданского населения российских регионов. Большая честь делиться сегодня с вами отдельными показательными фактами и своими выводами о событиях, которые произошли на территории Луганской Народной Республики за последние 11 лет. Большинство этих событий происходили на моих глазах. Жители тогда еще Луганской области попытались сделать откровенными заложниками государственного переворота, который произошел в Киеве, организованного и профинансированного западными странами. Попытка просто поставить население региона перед фактом, что в стране теперь новый порядок, и им ничего не остается, как принять его как данность, по факту провалилась. Жители Луганска, так же как и Донецка, Харькова, Одессы, взбунтовались. Но выстоять под натиском удалось далеко не всем. У Луганской республики это получилось ценой неимоверных и кровавых усилий. Пытались говорить с населением Донбасса и Новороссии исключительно языком диктата и с позиции силы, как они о том говорили. В Луганске и Донецке были присланы новые руководители областных администраций, УВД, Службы безопасности Украины, прокуратуры. Все они получили установки любыми средствами провести зачистки среди гражданского населения, погасить народные выступления против государственного переворота, произошедшего в Киеве. Участники могли задавать спикерам интересующие их вопросы и участвовать в дискуссии. Цель проведения телемоста – привлечь максимальное количество общественных деятелей по всему миру, чтобы донести правдивую информацию, отметил глава Русского дома в Республике Южная Осетия Сергей Комиссаров. К нам присоединились и представители Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия, и посол Абхазии в Южной Осетии, и представитель Приднестровья в Южной Осетии, наши общественники и соотечественники, которые представлены двумя обществами, это РОС и Союз российских граждан. А также есть активные представители Юго-Осетинского университета. Возможно, с вопросом от Южной Осетии выступит Бекоева Ирина Давидовна, которая также являлась очевидцем событий Донбасса начала 22 года. Она находилась там по работе, по учебе, защищалась, насколько я знаю, и прочувствовала все те тяготы и лишения, которые терпят жители Донбасса. В работе телемоста приняли участие около 30 стран мира, которые подключились с разных континентов благодаря активному содействию российских посольств и представительств Россотрудничества. Алена Аутаева, Ринат Медоев, Фатима Кумаридова. Информационный выпуск сегодня.